Спасибо большое, уважаемый Андрей Павлович, уважаемые коллеги. Добрый день, представители IT-индустрии, дамы и господа. Прежде всего, позвольте поблагодарить братскую казахстанскую сторону за приглашение выступить на этой полюбившейся многим дискуссионной платформе. Весьма рад, что традиция собираться в Алматы и обсуждать актуальные вопросы цифровой повестки возобновлена, и с чувством большой радости нахожусь здесь среди такого большого количества новаторов. Уважаемые коллеги, сегодня мы говорим о цифровой трансформации, явлении, которое отражается на всех сферах нашей жизни. Современная геополитическая повестка и глобальные катаклизмы усиливают влияние цифровых технологий на политическую, экономическую и социальную составляющую миропорядка. Из всех новых технологий и технологических трендов хочу выделить два направления. Это искусственный интеллект и криптовалюта. По прогнозам аналитиков, смарт-машины, запрограммированные рассуждать и думать как человек, в ближайшем будущем приведут к революции в области образования, здравоохранения и во многих других. Буквально недавно вышла новость о том, что британские ученые за 30 дней с помощью искусственного интеллекта смогли найти потенциальное лекарство от рака печени. Раньше на это уходили десятки лет кропотливых исследований. В сфере здравоохранения алгоритмы искусственного интеллекта помогут в ранней диагностике заболеваний, планировании лечения и создании лекарств. Приведу другой пример. Чат GPT, который уже успешно сдает экзамены в бизнес-школы, проходит онлайн-собеседование и трудоустраивается. То, что было фантастикой 10 лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта. Все это открывает новые перспективы. При этом темпы развития технологий опережают нашу способность отвечать на эти изменения надлежащими мерами государственной политики. Мне не дает покоя, что та же Алиса или Сири не разговаривают на кыргызском или на казахском языках. Все мы понимаем, что языки, которые не попадут в цифровой мир, ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность. Важно отметить, что искусственный интеллект принесет как возможности, так и проблемы. Поэтому необходимо активно управлять его влиянием на общество. Уважаемые коллеги, думаю, ни для кого не секрет, что вводимые ограничения на банковский сектор, денежные переводы по системам Visa и MasterCard придали существенный импульс развитию криптовалюты в нашем регионе. По оценкам экспертов, объем теневого оборота только в Бишкеке ежедневно составляет от 5 до 10 миллионов долларов. Наши крупные производители, те же самые представители легкой промышленности, вовсю используют стейблкоины для взаиморасчетов с заказчиками и поставщиками сырья в России и в Китае. Считаю, что криптовалюта может повлиять на экономическое развитие страны как положительным, так и отрицательным образом. С одной стороны, криптовалюта может стать альтернативой традиционным финансовым системам и расширить доступность для лиц, не имеющих банковских счетов или не охваченных ими, ну или тех, кто находится под определенными ограничениями. С другой стороны, криптовалюта может создать риски для финансовой стабильности страны и защиты потребителей, а также вызывать опасения в отношении незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Влияние криптовалют на экономику страны будет зависеть от различных факторов, включая подход страны к регулированию и уровень восприятия криптовалют гражданами и предприятиями. Потенциал этих технологий впечатляет, но по ряду причин к ним следует относиться с осторожностью. До выхода на рынок какой-либо новой технологии, основанной на искусственном интеллекте или блокчейне, должны быть решены и вопросы регулирования. Уважаемые участники форума, на повестке стоит вопрос цифрового суверенитета. Способность обеспечить свой цифровой суверенитет может стать ключевым признаком независимости государства в 21 веке.
В предыдущие годы упор делался на праве страны или региона иметь возможность принимать односторонние решения и осуществлять практические действия в отношении своей цифровой инфраструктуры и используемых IT-технологий. По мере появления и распространения глобальных сетей правительством стран становится все сложнее и сложнее удерживать цифровую независимость. Кыргызская республика проводит ежедневную работу по созданию сбалансированных условий для развития цифровых технологий. Мы входим в тройку лидеров в мире по дешевизне интернета. У нас самые низкие тарифы на электроэнергию в регионе. И если говорить о революциях в цифровом мире, то нами для регулирования отношений, которые возникают при активном внедрении цифровых решений в государственное управление, разрабатывается своего рода уникальный цифровой кодекс. Также в январе прошлого года нами был принят закон о виртуальных активах, регулирующий отношения, возникающие при обороте тех же криптовалют, то есть их создание, выпуск, хранение и обращение. Хочу подчеркнуть, что в Кыргызстане проводятся биометрические выборы с идентификацией личности избирателя по отпечаткам пальцев и геометрии лица. Такая система пока единственная в нашем регионе, и сейчас данные технологии будут использоваться для предоставления не только государственных услуг, но и в других сферах, в первую очередь в финтехе. В декабре прошлого года мы признали цифровые документы, что позволило гражданам не носить с собой бумажные документы. Граждане через мобильное приложение «Тундук» могут предъявить цифровой паспорт, техпаспорт автомобиля и водительское удостоверение. На данный момент наше мобильное приложение входит в пятерку самых скачиваемых, отставая только от популярных ТикТока, Фейсбука и Инстаграм. В рамках цифровизации налоговых процедур разработан и внедрен комплекс цифровых решений по аналитике данных и выявлению рисков уклонения от уплаты налогов. Данные меры позволили увеличить налоговые поступления в течение прошлого года на 148%. Исходя из вышеизложенного мной и четко понимая, что конкурировать с лидерами IT-индустрии достаточно сложная задача, предлагаю объединить усилия наших стран и организовать региональный центр разработки искусственного интеллекта, в том числе и по обработке медицинских данных. Решение уже в Сколково есть, нам необходимо создать единую платформу. Уверен, что снимки компьютерных томографий граждан разных стран, разных национальностей помогут друг другу. Почему же мы не можем создать единый цифровой сервис, который будет помогать врачам и нашим гражданам эффективнее анализировать их медицинские данные, в том числе получать правильный диагноз? Это не потребует больших капитальных вложений, и мы со своей стороны готовы предоставить такую площадку. И второе. Криптовалюта стейблкоин занимает уверенную позицию в экономических отношениях нашего региона. Возможно, нам стоит взять курс на развитие регионального стейблкоина, который был бы привязан к нашим валютам. Однозначно, что и искусственный интеллект, и криптовалюта – это важные инновационные направления, которые радикально повлияют на развитие мира, эффект от которого сопоставим с влиянием интернета на нашу жизнь. Как говорится, не идти вперед – это все равно, что идти назад. А на месте стоять не дано. Новые технологии не стоят на месте, и мы не должны отставать. Уважаемые коллеги, уважаемые участники форума, хочу поблагодарить вас за внимание. Мне весьма приятно делиться своим видением и слышать ваше мнение относительно технологических инноваций. Спасибо. Большое спасибо, Акылбек Усенбекович.